кажется, что дипломатия наиболее сильно влияет на мир, потому что дипломатия – это первый шаг к тому, как страны строят взаимоотношения между собой. А ведь это очень важно в наших нестабильных условиях. И дипломаты – это те люди, которые выстраивают мосты между странами, переговариваются, о чем-то договариваются. И именно поэтому меня это стало так интересовать где-то в возрасте 8 лет, когда я начал впервые смотреть новости. Я спросил у своих родителей, а кто такие дипломаты, чем они занимаются. Тогда, наверное, шел какой-то брифинг, насколько я помню, министр иностранных дел, он о чем-то докладывал. И меня это заинтересовало. Позже я стал интересоваться не только внешней, но и внутренней политикой. И уже где-то в возрасте 14-15 лет у меня сформировалась какая-то политическая позиция. Самое главное на нашей планете – это мир. Мира нужно достигать любыми способами, и любые угрозы, вроде терроризма, вроде войны, нужно устранять. Вот для этого нужна дипломатия, для того, чтобы все страны находились между собой в мире, чтобы они успешно договаривались о чем-то друг с другом. Потому что в истории нашей страны, и не только нашей страны, было огромное количество войн. И эти войны были предрешены из-за того, что дипломатия тогда не достигла успехов. Политическая ситуация в мире всегда меняется. Но если вспомнить те же 80-е годы 20 века, тогда США и Советский Союз достигли определенных соглашений. Да и более ранние периоды, в 70-е, в 60-е, тоже были достигнуты соглашения. И получается, что история циклична. Сейчас в нынешней политической ситуации, конечно, отношения тяжелые. Я бы сказал, очень тяжелые по той причине, что Конгресс США не хочет достигать никаких позитивных отношений с Россией по той причине, что им нужен какой-то внешний враг, который смог бы оправдать их траты на военные ресурсы, их траты на своих союзников. В прошлом году уже нынешний президент США Дональд Трамп предлагал такую идею, чтобы создать коалицию вместе с Россией по борьбе с терроризмом. Глобальный терроризм, он мешает всему миру. Он угрожает всему миру. И исламское государство, Джабхат ан-Нусра и остальные террористические группировки, они действуют против всех стран, не против какой-то определенной. Получается, теракты могут быть как в США, так и в Европе, так и в России. Получается, что если страны объединяются против этой угрозы, то все обиды будут забыты. В свободное время я очень люблю смотреть фильмы, очень люблю играть в видеоигры, читать книги. Как любой подросток. Как любой подросток. Все подростки любят это делать. Но я ничем особенным в этом плане не отличаюсь, по той причине, что и фильмы, и игры, и книги, они ведь созданы для развлечения, а развлечение – это то, что нужно абсолютно каждому человеку. У моих друзей, конечно же, бывают какие-то иные политические позиции, они тоже очень любят поспорить, но мы всегда сходимся в одном, в том, что всем этим нужно интересоваться, что нужно по этому поводу спорить, потому что всегда в споре находится истина. Современная молодежь Якутии интересная. У каждого свои увлечения, у каждого свои понятия о мире. Тем не менее, я бы сказал, что нынешнее поколение, оно обладает большим потенциалом. Потому что оно отличается от всех предыдущих поколений тем, что мы выросли уже в совершенно других условиях и обладаем уже совершенно иным восприятием мира. Уже у людей появляются какие-то другие моральные ориентиры, уже появляется у них иное мировоззрение. Нынешнее поколение очень интересуется философией, читает историю, пытается как-то улучшить себя, развить свое представление о мире. «Дети Азии» были проектом Михаила Ефимовича Николаева, но при этом над этим проектом также работали Министерство внешних связей, представительство Министерства иностранных дел для того, чтобы пригласить всех стран-участниц сюда, в Якутск, и также привлечь определенных инвесторов, чтобы они вложили средства в наш город, в нашу республику. Также благодаря этому была развита наша алмазная промышленность, золотодобывающая промышленность. И мне кажется, что без дипломатии у нас в Якутии республика у нас не была бы так развита, как сейчас. Дипломат – это, безусловно, фигура очень важная. Дипломат, как мне кажется, должен обладать несколькими иностранными языками для того, чтобы успешно вести переговоры. Он должен быть спокойным, рассудительным, терпеливым, естественно. Он должен уметь критически мыслить, хорошо анализировать,
Он должен, конечно же, быть коммуникабельным, чтобы вызвать к себе доверие, чтобы уметь успешно договариваться. Я не знаю, есть ли у меня все эти качества, но мне хотелось бы, чтобы они у меня были. Я иду к такому пути. Мне всегда казалось, что к дипломатам отношение уважительное. Всегда, когда лидеры стран встречались между собой, у дипломата была неприкосновенность. Их работа не требует публичности. Публичности требуют отчеты, какие-то брифинги от министров, но настоящий дипломат, он не должен заявлять о себе публично. Все дела решаются за кулисами, все переговоры решаются за кулисами. И так достигается соглашение, так достигается, как мне кажется, мир.